Это про одного мальчика, которому ставили жабры акулы. И сейчас я вот увлекаюсь якутской литературой. Я взял эту книгу, я просто не мог ее сдать обратно. Я 7 месяцев держал ее у себя дома. Вообще, судя по моим самым ранним воспоминаниям, меня читать научила бабушка Раиса Николаевна. Хотя в этом активную часть также принимали мои мама с папой. У меня до сих пор лежит азбука Жуковой. Это очень отличная книга. Я по ней так вот... Мы вместе садились, так вот пальчиком водили, и постепенно слоги, потом слова, а потом уже без всяких запинок, так вот, и вот до этих книг. Вообще, моя самая первая любимая книга, когда я уже осознанно начал читать, в 1 классе, ко мне в руки попала книга Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Я прочитал эту книгу за одну ночь. Просто я лег в 9 часов, пока почитаю, пока лягу спать. Я такой читаю. Потом 3 часа ночи, а книга прочитана. Такой, надо же, видимо, книга очень интересная. Я стал потом спрашивать у моих знакомых, есть ли продолжение этой книги. Продолжение есть, оказывается. Я эти книги получил на свой день рождения. Потом прочитал и Урфина Джуса, и про его деревянные солдаты, и 7 подземных королей, как они там выживали. Потом про огненного бога Маранов, то, что это был тот самый Урфин Джус. Потом про желтый туман, и самая последняя книга «Тайна заброшенного замка». Кроме книг наших отечественных авторов, я еще читаю зарубежную литературу. Получается, время шло, книги эти зарубежные кончались, и я постепенно стал обращать внимание на более взрослые книги. Однажды я такой смотрел список литературы на лето и вижу там Александр Беляев, «Человек-амфибия». Человек-амфибия? Извините, что это? Почему человек-амфибия? Человек это же человек. Как он может быть еще амфибией? Мне это название просто заворожило. И хоть это была литература необязательная, но я взял ее самой первой. И вот, кстати, эта книга «Человек-амфибия». Здесь это вот сборник, где есть 2 рассказа. Так, первый рассказ — это «Человек-амфибия», а другой — это «Продавец воздуха». Но это очень такие интересные рассказы. Я «Человек-амфибия» прочитал на одном дыхании. Меня вообще очень заворожил язык, которым писатель описывает все эти действия. Я потом еще кучу всяких документальных фильмов просмотрел с Александром Романовичем Беляевым. Оказывается, у него очень непростая жизнь была. И по настоящее время я уже прочитал, я бы сказал, 5 или 6 даже повестей Александра Беляева. Я по его полному праву могу считать, что это мой любимый писатель. А почему же он мой любимый писатель, собственно говоря? Я вот когда открываю, во-первых, очень хорошее развитие сюжета. Чем, кстати, он меня завел? Это писатель научной фантастики. Кроме Беляева, я еще читаю Жюля Верна, а он тоже является... Он даже основатель научной фантастики. И я вот совершенно недавно пришел к тому выводу, что научная фантастика является моим любимым жанром. Вот поэтому меня заворожила эта книга. Я прочитала «Человек-амфибию». Это про одного мальчика, которому ставили жабры акулы, чтобы он мог жить. Там очень интересно. Я обязательно вам советую почитать. «Продавец воздуха» — это книга, действие которой описывается в Якутии. Поэтому мне, как жителю Якутии, было очень приятно читать. Я полностью прочитала эту книгу. Она мне очень понравилась. Я сказал маме что: «Мама, ты летишь в Питер, там у тебя очень важная миссия,
Ну, ты можешь, пожалуйста, купить мне Беляева, потому что здесь его особенно не продается. Я вот хочу читать его произведения, потому что они мне реально нравятся. Ну и вот, итог. Я получил 3 книги, я очень доволен. Вот, допустим, из этого сборника я уже прочитал повесть «Последний человек из Атлантиды». Это повесть о том, что было бы, если бы Атлантида на самом деле существовала. И как потом все это обернулось, здесь вообще шокирующий конец. Да, потом есть «Чудесное око», я вот сейчас как раз читаю его. Это «Властелин мира», тоже в планах есть. Ну и вот тоже фантастика. Александра Беляева. Да, голова профессора Доуэля, Человек-амфибия, Прыжок в ничто и Мистер Смех. У меня мама, папа и 2 сестры. У нас самый читающий человек — это папа. Да, у нас дома имеется целая библиотека. Папа вообще каждый день скупает книги. Он прочитал уже все, что можно прочитать, поэтому, когда в доме появляется новая книга, прежде всего он успевает ее прочитать за очень короткое время. У него очень быстрая скорость чтения, поэтому, с одной стороны, я ему завидую и равняюсь на него. Мама, она тоже в пример папе начала много читать. Она, допустим, прочитала произведение «12 стульев», еще Джеральда Даррелла тоже много читает. Также эта тяга к книгам прививается и моим 2 младшим сестрам, Юлии Ивановне и Ольге Ивановне. Ну, Юля, Оля, мы их часто путаем. Каждый вечер мы даем им книжки, и они сидят, читают там под лампой. Я думаю, что читающие люди меня поймут. Когда ты покупаешь новую книгу, ты потом внюхиваешься в ее страницы, пахнет деревом. Вот я просто обожаю эти запахи. А вот электронные книги, во-первых, зрение садится. Если читать, если перед сном не читать, там под одеялом с фонариком не читать, то зрение особенно садиться не будет. Да, вот. А вот от электронных книг тоже может сесть зрение. Если честно, я вот не понимаю, почему люди читают. Ну ладно, там неограниченный запас книг в одном этом планшете, но все-таки мне удобнее, мне уже роднее читать бумажные книги. Так, история моего знакомства с этой библиотекой началась во 2 классе. Это 2019 год. Если честно, я не помню, как я туда попал, но мне нужна была какая-то книга. Я искал в библиотеке, ну, там, где книг много, и которые близко с моим домом. И вот, таким образом, я нашел филиал 15-й «Моя библиотека». Я там помню, как я записывал свой первый абонемент. Я очень часто брал оттуда книги. Помню, брал даже книгу «Вафельное сердце», которая недавно появилась в нашей программе образования. А потом туда и Юлька стала ходить, кстати. И Оля стала ходить. Я хочу так вот продлить. И мои дети будут ходить в эту библиотеку. И дети моих детей, и дети моих детей будут ходить в эту библиотеку. Потому что эта библиотека очень часто проводит конкурсы. Вот, допустим, во 2 или 3 классе был конкурс на мою любимую книгу. Я пошел на этот конкурс с книгой американского комика Дэвида Бэддила «Родители на прокат». Там про мальчика, у которого, извините за слово, бесит семья. И он, получается, встречается с одним человеком, который на одну неделю, каждый день он ему разных родителей предоставляет, а потом, в конце концов, он понимает то, что вот лучше своих родных нету, то, что нужно ценить нужно ценить то, что ты имеешь. Я сделал свиток из 7 страниц, я просто их склеил скотчем. Да, там анкету делал на главного героя, и я получил очень достойный результат. 1 место занял, мне было очень приятно. Ну и вот сейчас вот лето
лето настало. Я вот пришел в библиотеку в первый же день лета и сказал, я хочу участвовать во всех ваших мероприятиях, потому что они очень полезные. И, кстати, всем советую посещать эту городскую библиотеку, моя библиотека. И вам будут очень рады, очень рады. Там и выбор широкий, там и детская библиотека, там есть и детские книги, и книги для среднего возраста. Там очень большой раздел якутской литературы. И сейчас я вот увлекаюсь якутской литературой. Я вот сейчас вникаю в нашу литературу, потому что я же живу в Якутии. Моя малая родина — это Якутия, поэтому вот так вот. Там еще есть читальный зал, где много всяких журналов для любознательных. Кстати, вот очень интересная вещь. В нашей библиотеке есть книга «Как создать свою собственную игру». Там один человек, он написал книгу «Как создать игру с помощью языка Scratch». И я взял эту книгу, я просто не мог ее сдать обратно. Я 7 месяцев держал ее у себя дома, целых 7 месяцев. Ну, вообще, я когда с ней прощался, обратно клал ее в библиотеку. Я такой, ну, надеюсь, тебя возьмет хороший читатель. Положил на полочку в общем, да, книги там просто интересные. Поэтому вы точно не пожалеете то, что туда пришли.